Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразилось коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Лена Николаевна, здравствуйте. Какова эпидобстановка в республике на этот час? Добрый день, уважаемые жители республики. По данным Управления Роспотребнадзора, в республике выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции. Максимальное количество в городе Якутске – 143 случая. 18 случаев в Мирнинском районе, 15 случаев в Нерюнгринском, по 14 случаев в Ленском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах, 11 случаев в Хангаласском, по 10 случаев в Алданском и Ваймиконском районах. В Булунском районе 8 случаев. От 1 и до 6 случаев зарегистрировано в 9 районах республики. По данным медицинских организаций, в тяжелом состоянии на сегодняшний день находится 139 человек, в том числе на искусственной вентиляции легких 35 человек. По прививочной кампании наиболее на 8 ноября в республику поступило 827 100 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 416 406 человек, что составляет 58% взрослого населения. Первым компонентом провакцинировано жителей старше 60 лет в республике 80 297 человек. Ревакцинацию прошли 34 916 человек. Лена Николаевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его главные темы. Большинство учреждений начали работать в обычном режиме сегодня. Вместе с тем ограничения по QR-кодам продолжатся. В Якутии на базе торгово-логистических центров откроют пункты заготовки промысловой продукции. В Ленске на протяжении 8 лет работает театр «Воскресенье». В постановках участвуют не только дети, но и взрослые. С сегодняшнего дня в Якутии режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ подписал глава региона Айсан Николаев. Длинные выходные дни, введение дополнительных ограничительных мер, допуск учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. Снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект. Поэтому с сегодняшнего дня вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли и спортивные залы. Мы начинаем работу с понедельника. Наш клуб будет работать по QR-коду. И вот это непростое время, всем надо обезопаситься. И поэтому мы всеми силами готовы, чтобы наши клиенты не болели, чтобы коронавирус не распространялся. В Якутии на базе торгово-логистических центров откроют пункты заготовки промысловой продукции. Работа по обеспечению арктических районов ведется в рамках перехода на новую систему снабжения. Вот таких центров в Абыйском и Устьянском районах Якутии в этом году позволило снизить цены на базовые продукты питания на 20-25% по сравнению с 2019 годом. Строительство обусловлено высоким износом складских комплексов в Арктике. Их износ составлял от 60 до 80%. Все они построены в 60-е и 70-е годы. В Ленске при воскресной школе вот уже много лет работает театр «Воскресенье». 8 лет назад, когда он открылся, работал только для детей, воспитанников воскресной школы. Но со временем руководитель решила привлечь и родителей, которые постоянно приходили на репетиции и помогали организовывать весь процесс. Так и стали родители не помощниками, а героями пьес. Людей, любящих театр, оказалось среди прихожан храма и родителей детей-воспитанников в воскресной школах немало. Все они, по словам руководителя театра Натальи Наумовой, пришли сюда по воле Божьей. Мама с сыном Курочкины тоже пришли в театр волею судьбы и уже 3 года играют в постановках различные роли. Я сама тоже к этому присоединилась. Мне приятно быть рядом с ребенком, это во-первых. А
Ну и вообще сама атмосфера и руководители, и коллектив. Очень дружеские. Мне роли небольшие достаются, в основном это мужские роли. Это был последний раз монах. Сейчас мне роль досталась посла папы Иннокентия IV. Надеюсь, все получится. Организовывая спектакли, Наталья Мавлютовна сразу знает, кто из ее учеников будет играть второстепенные роли. А вот на главную не всегда удается найти человека сразу. Я не могла на главную роль Сергия Радонежского найти человека. И, наверное, месяц-полтора эта роль была пустая, просто ее зачитывала на репетициях. А потом меня осенило, я вспомнила о Сергее Кириллове, который очень театрально одаренный человек, и я с ним знакома. Так и стал Сергей Кириллов Сергеем Радонежским. Руководитель не прогадала. Он в точности преподнес зрителю своего героя, вжился в эту роль полностью, и спектакль имел большой успех. Сегодня в театре идут репетиции новой постановки об Александре Невском. Приветствую тебя, великая Огулька Миш. И я приветствую вас, князья. Каким был путь? Путь был долгим, но интересным. Мы заезжали в Сарай-Бату, были у хана Батыя в Золотой Орде. На постановку одного спектакля уходит более 4 месяцев. Репетиции проходят по 3 дня в неделю, по несколько часов вечерами. Актеры признаются, что сложно совмещать увлечение с работой. Я чувствую, что у меня есть к этому тяга, чувствую, что мне интересно этим заниматься. Но это дается очень сложно, потому что я все-таки не актер, не профессионал, во-первых. Во-вторых, есть основная работа. Вот сегодня даже допоздна задержаться пришлось. Но совмещать-то довольно тяжеловато. Но тем не менее есть желание, найдется и время. Молодой человек с удовольствием учит сценарий, очень артистично ведет себя на сцене. Сразу заметно, что ему по душе его роль. С такими актерами и настроением любой спектакль будет иметь успех. Новую постановку зрители увидят уже через несколько месяцев. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 100 лет исполнилось историку-фундаменталисту Якутии Дмитрию Дмитриевичу Петрову. Он автор труда «Якутия в годы Великой Отечественной войны». Составной частью научной деятельности Петрова стало издание сборников подлинных документов и материалов во имя Победы. Вклад народов Якутии в дело Победы в 3 томах. Важнейшим направлением его практической деятельности стало установление памятников павшим бойцам-якутянам в местах их сражений. Труды Петрова высоко оценивали не только специалисты, но и крупные военачальники. Авторитетом он пользовался и среди ведущих военных историков Советского Союза. Именно своими трудами Дмитрий Дмитриевич снискал себе почет и уважение якутского народа и был награжден посмертно медалью «Маршал Жуков». Имя отважного ученого не будет забыто якутянами. Якутия – центр мирового меха. Так с большой любовью о нашей республике отзывается модельер, заслуженный художник, лауреат Государственной премии России Ирина Крутикова. Королеве русского меха в этом году исполнилось 85 лет. О мягком золоте, о будущем якутского меха она поговорила с нашей коллегой Айсеной Бурнашовой. Ну вы чувствуете, какой это же шелк? Каракульча, овчина, норка – не шубы, а настоящие произведения искусства. Чего стоят меховые пальто, украшенные картинами Церетели или вдохновленные гравюрами Хокусая. В руках Ирины Владимировны любой мех превращается в эксклюзивный образец. Стрижная норка? Нет. Нет? Кролик. Кролик? Кролик с завивкой. Так и не скажешь. Все началось в 1967 году. В Москве проходил Всемирный фестиваль моды. Я использовала народные мотивы. Вот и крой оттуда позаимствовала, и цвета тоже. И получилась очень красивая коллекция. Я получила первое место и приглашение в Америку. Затем показы меховых изделий в Германии, Болгарии, Лондоне, Швейцарии. С географией ширилась и глубина ее работ. Не случайно Ирину Крутикову нарекли королевой русского меха. Ее кредо не просто дефиле или прет-а-порте меховых изделий, но и презентация меха как части культуры России.
меху нужно относиться уважительно, потому что мех – это первая одежда и вообще первая для человека жизнь. Вот как у вас дома из меха делают, да, утепляют сверху. Как ребенок рождается, его тут же в мех завертывают. И вот такое вот отношение к меху и должно быть. Особая любовь у модельера к Якутии. Она не просто представила мягкое золото республики в Италии, приезжала на фестиваль «Зима начинается с Якутии», но и разработала концепцию развития и реализации мехового производства в республике. Якутск – это меховая столица мира, убеждена модельер. Перспективное место для создания музея меха. Вечная мерзлота на глубине 300 метров, вот там и надо сделать музей. Мех любит, чтобы было движение воздуха, чтобы температура низкая была. А там даже ничего этого делать не надо. Там все это в природе создано. И лучшие меха, вот именно там надо выставлять и готовые, и шкурки. По мнению королевы меха, якутские ателье отличают незатертые стандарты. Именно поэтому республика может закрепить за собой статус столицы меха, а якутские мастера – хранителей национального наследия. Это красота, это восхищение, это достояние нашей страны, а вашей тем более. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Российские фигуристы завоевали 5 медалей на этапе Гран-при в Италии. Так, золото среди одиночников завоевала Анна Щербакова, серебром Майя Хромых и Михаил Калида. Обладателями бронзовых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. А в соревновании танцоров Александра Степанова и Иван Букин. Отмечается, что впервые за долгое время россиянки из группы Этери Тутберидзе не смогли выйти в лидеры после короткой программы. Однако чемпионка мира Анна Щербакова и дебютантка серии Майя Хромых смогли отличиться в произвольной программе. Тление за вторую оценку у судей, в том числе, почему нет? К этой минуте у меня вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.